Друзья, всем привет! С вами Мэгги, и сегодня Kyrgyz Friends проводит второй, в своей очереди, тренинг гидов по обучению гидов, всех желающих гидов или тех людей, кто хочет стать будущим гидом. Мы пригласили снова наших лекторов, мы пригласили новых участников, мы убедились в том, чтобы присутствовали абсолютно все. Проводится наш тренинг в новом месте, поэтому давайте зайдем очень тихо, чтобы никому не мешать, и посмотрим на то, как проходит лекция. Кстати, сейчас проходит лекция по истории Кыргызстана, проводит ее Иванов Сергей Сергеевич. Пойдемте посмотрим на это. Мы постараемся сейчас не мешать нашим лекторам, особо их не перебивать, но, как вы можете видеть, мы наполнили зал, люди слушают, в принципе, все интересно, надеемся, всем все понравится. Завтра проходит второй день тренинга, поэтому обязательно смотрим, что будет дальше, будет очень интересно, будут очень крутые лекции. Негизи биздин Кыргызстануу деген атайын окуу программасын иштеп чыкканбыз. Бул программанын негизги максаты ошо кыргыздын салттуу билимдерин, улуттук баалуулуктарды, биздин тарых, маданиятыбызды, санжырабызды, анын ичинен каада салттарды ошо тереңинен иликтеп, анан мындай кийинки урпактарга, кийинки муундарга деп коелучу, мындай түшүнүктүү кылып туруп, жеткиликтүү кылып өткөрүп берүү деген максатты көздөп иштеп келатабыз. Кыргыз бүгүн көпчүлүк учурда салт менен каада деген түшүнүктөрдү айырмалап билбейт да. Анан адат менен салттарды чаташтырып жүргөн турмуштагы учурлар өтө көп кездешет. Анан ошонун баягы жашоодо кандай көрүнүш болбосун, ошонун кайсынысы каада, кайсынысы салт, кайсынысы адат, кайсынысы үрп адат экенин орду менен мындай аныктап, түшүнүктүү кылып, мындай мисалдап, чечмелеп жеткирип бергенге аракет кылдым. Kyrgyz Friends ошо силердин мекеме мага абдан жакты, эмнеси менен, себеби силер ушундай баягы каалоосу, умтулуусу бар жаштарды ошо биздин маданиятка, биздин элдин маданиятына, өзүбүздүн мамлекетибиздин, жерибиздин бир өзгөчөлүктөрүн таанытып, анан өзгөчө туризм багытында ошо сырттан келген меймандарга ошо биздин элибиздин, жерибиздин, мамлекетибиздин өзгөчөлүгүн, маданиятын, артыкчылыгын таанытууда ушуга бир белсенип, ушул багытты тандап алган жаштарга мен аябай кубанып атам. Себеби өзүңдүн элиңди, жериңди, мамлекетиңди башка дүйнөгө, сырткы дүйнөгө мындай таанытуу бул өтө жоопкерчиликтүү иш. Анан сыймыктуу да иштебиз. Коротко с вами рассмотрим. Но самый первый большой период в истории Кыргызстана – это древний. Он самый длительный, самый долгий. И вот смотрите, он начался примерно 900 тысяч лет назад и закончился в середине 6 века нашей эры. То есть длился более 900 тысяч. А если кто-то иного мнения, что нет, мы кыргызы, мы знаем свои корни, мы еще не потерялись в течение времени в ходе цивилизации, тогда мы постараемся сегодня убедиться в этом, насколько мы еще сохранились как нация, а насколько мы уже отдалились. Ребят, добро пожаловать на второй день нашего тренинга гидов. Итак, сегодня мы послушаем следующие лекции. Это будет лекция о Манасе, это будет лекция о нумизматике, а также мы научимся оказывать первую помощь пострадавшим. Сейчас проходит первая лекция. Давайте мы с вами спустимся, не мешая человеку. Она подходит как раз к концу. Давайте спустимся, посмотрим на то, как она проходит вживую. Итак, сейчас происходит продолжение вчерашней лекции, то есть ее именно заканчивают. После этого будет короткий перерыв,
и мы послушаем лекцию про Манаса. Итак, как мы видим, народ пришел, лекция проходит крайне успешно. Сейчас все прервутся на очень короткий ланч, после чего мы снова сюда вернемся, чтобы послушать следующие лекции. Я уверена, сегодня будет также насыщенно и интересно. Кстати, мы хотим выразить особую благодарность нашим слушателям, поскольку вчера они нам написали, они поблагодарили нас за данную лекцию, это было очень приятно. Надеюсь, что сегодня будет такая же реакция от них, то, что им все понравится, то, что они нас поблагодарят, и все будет круто. Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого двухдневного тренинга для гидов, как для начинающих, так и для продолжающих. Это масштабная информация была дана лекторами. Это хорошая возможность для начинающих гидов узнать о сфере туризма, о сфере работы гидов, и хорошая возможность какую-то дополнительную информацию, которую они, возможно, не знали и не встречали в своей практике. Меня зовут Азирет, я являюсь инструктором по первой помощи в красном полумесяце. Это мой коллега Айдар, также является инструктором по первой помощи в красном полумесяце. Понятие и цели первой помощи. Первая помощь – это незамедлительная помощь пострадавшему до приезда скорой помощи, как вы и сказали, либо до прибытия, то есть точнее до доставки больного медицинское учреждение. А также первая помощь оказывается не только тем, кто больной или травмированный, но и те, которые переживают эмоциональный стресс. Я зову на помощь. Мужчина в белой футболке, можете подойти помочь? Да, конечно. То есть я нашел здесь пострадавшего, он без сознания, я пытаюсь проверить его жизненные показатели, а также оказать первую помощь. Подхожу. Давайте с этой стороны уже. Подхожу. Техника лоб-подбородок. Я открываю дыхательные пути. Подношу свое ухо, то есть я слышу его дыхание, чувствую щекой его дыхание. И также вижу, как поднимается его грудная клетка, либо живот. То есть, и громко считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 полных подъема было, то есть 3 полных вдоха на 6. То есть я же 10 секунд отсчитала в 1 минуте 60 секунд там, и умножаю на 6. 3 умножаю на 6 получается 18, то есть по жизненным показателям все нормально. Далее я проверяю пульс, но если есть дыхание, пульс уже не обязательно проверять, так как это взаимосвязано. Если дыхание слабое, тогда можно пульс проверить. Это нужно для того, чтобы увидеть его сердцебиение. Да? Далее мои действия. То есть человек без сознания, признаков повреждения, да, то есть нету крови и тому подобное. Я беру, начинаю положение. Ближнюю к себе руку я кладу на 90 градусов. Ноги чуть-чуть поближе, то есть на нейтральное положение, чтобы удобно было потом переворачивать. Дальнюю от себя руку беру и ладонь к ладони кладу тыльной стороной ладони к его щеке. То есть делается. И удерживаю также. Беру дальнюю ногу, поднимаю поближе к ягодицам и потом готовлюсь его принимать. То есть я сейчас давлю на его колени, и какой бы массу он не был, то есть методом рычага можно его легко перевернуть. Просто нажимаю, и он переворачивается. Я его ловлю коленями, то есть он сейчас опирается на мое колени. Если я уберу, он упадет. Потом беру его ногу и ставлю на 90 градусов, чтобы дальше он опирался на свою ногу. Беру локоть и делаю так, чтобы она не лежала на его руке, то есть чуть выше вот так вот. Я оставляю, все, отхожу. Потом приоткрываю рот, чтобы в случае, если выйдут рвотные массы, они вытекали наружу.
и мы просто берем тряпкой и убираем. То есть все. Да. То есть руки мы кладем так, как любой человек, когда спит, ему удобное положение вот такое, верно? То есть каждый человек вот так вот спит. Поэтому мы максимально выбирали те методы, которые удобны для человека, комфортны. И в этом положении человек может быть без сознания, отдыхать, да, и восстанавливаться. So actually, I have never heard about Silk Road, Kyrgyz Friends, but I encountered to it on Facebook. It was just an advertisement, and I feel so lucky now because these lectures and all of this knowledge is so important, and we don't have it. Like even at school, it's given to us in the wrong way. So I would like to express my gratitude for organizing all of that, and yeah, thank you. Двумя руками прям по ключу, да. Молодой человек. Все, отлично. Методом лоб-подбородок, да, то есть кладете, здесь человека пытаются убить. Сможете... Ой. То есть человек-то не знает, что его дыхание? Нет. Тому подобное. Что-то преграждает именно дыхательные пути. То есть мы проверяем дыхателя, то есть пульс, восполнение капилляров. И можете также приподнять руку, все обмотать, оказать первую. Берете и прямым давлением, то есть давящей повязкой называется. Я работаю гидом, как фрилансер. Когда я узнала о тренинге, я с удовольствием пришла. И не зря. Я очень благодарю Kyrgyz Friends, Silk Road. Этот тренинг дал мне очень много полезной информации по истории, по географии, по традициям и культурам кыргызского народа. И я желаю вам успехов. И я очень надеюсь, что тренинги будут больше и больше. Благодарю от всего сердца. Biz кече жана бүгүн 2 күндөн бери тренинг өтүп жатабыз. Компания бизге көптөгөн лекторлорду алып келип, чоң нерселерди үйрөтүп жатат. Мисалы үчүн Кыргызстандын тарыхы жөнүндө үйрөнүп атабыз тереңирээк. Ошондой эле Кыргыздын салт санаасын, үрп адаттарын дагы да жакшы үйрөнүп атабыз. Бизге ушундай тренингтерди өтүп, билимибизди тереңдетип жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көргөн башка, байкаган башка. Бардык адам көрөт, бирок байкабайт. Биз ошондой жашообузда болгон бар нерсени көрөт экенбиз, бирок жакшы байкабайт экенбиз. Мисалы биз бешикке бала бөлөгөндө, арчалаганда көп када салттарыбыз бар, бирок аны түшүнбөйбүз. Кайдан келип чыкты, ким биз, ата бабаларыбыз кандай, ошол нерсеге кызыкпайбыз. Бул тренингде мен өзүмө тарыхка дагы кызыгым уже арта баштады. Манаста окуп чыгып, көп нерселерди билип, өзүбүздүн баркыбызды түшүрбөгөнгө аракет кылабыз. Рахмат, Kyrgyz Friends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.